Я был вот в этой майке вчера поздно вечером, когда позвонил Геннадий Кириллович Иванов. И я был в этой же самой майке, когда сегодня утром рано, еще 6 утра не было, 12 мая, позвонила Каэлана из Якутска и прислала запись телефонного разговора с Александром Габышевым. Я, конечно же, мог снять эту майку, надеть какой-то... У меня их все-таки штук 10, в том числе и с изображением Саши, шамана. Но я остался в ней. Знаете почему? Вот Геннадий Кириллович много-много лет назад, он числился, как и я, в оппозиционерах. Мы вместе проводили акции, показывали, где зарывают бюджетные деньги в Тюмени, с лопатой, места конкретные в городе. Оппозиционером он был, но однажды во сне ему приснилось, что он идет по городу с портретом своих родственников, отца. И он вот так в разговоре, скажем так, в простых майках, в обычных, не праздничных, он предложил: давайте 9 мая вот пройдем с портретами наших родственников. Ну, мы так отнеслись к этому. Ну, в принципе, идея хорошая. Ну, давайте им поможем. И вот год за годом, 7 лет, Геннадий Кириллович с единомышленниками, несколько человек буквально 20, 2 рядка таких. В конце парада власти к нему относились с подозрением. Оппозиционер показывает, где деньги бюджетные зарывают. Ну, в общем, в конце там колонны там ему, ну, можете пройти, так сказать, тюменские власти. 7 лет он так ходил, пока его идею не поддержали в Томске, и она получила название томскими оппозиционерами. Томскими назвали ее «Бессмертный полк». После 7 лет упорства, чувствуя, что эта идея очень хорошая, что это память непосредственным своим отцам, дедушкам, матерям, родителям, не кому-то, а конкретным тем, кто погиб в борьбе с настоящим фашизмом, настоящим, не шуточным, страшным фашизмом. В борьбе с фашизмом отдал свою жизнь наши родные. Упорный человек Геннадий Кириллович. Теперь он звонил, приехал из Москвы, 2 недели был там в карантине, приемы там и все прочее. И миллионы людей, включая всю власть, от президента до тюменских, которые 7 лет смотрели, прищурив глаза на эту народную идею, так сказать. А теперь, обгоняя паровоз, стараются доказать, как они поддерживают эту идею, какая она хорошая, бессмертный полк. А родилась она в голове так называемого оппозиционера во время сна Геннадия Кирилловича и получила свое название так называемых оппозиционеров, ребят, журналистов в Томске. Идея добрая, хорошая, полезная, действительно духовно светлая, не умрет благодаря тем, кто не переодевается и не переобувается, чтобы выглядеть лучше, чтобы красоваться. Саша позвонил. Запись этого разговора короткого, кусочек записи я поставлю. 2 человека, 2 голоса. Геннадий Кириллович и Александр Габышев. Придет время,
и миллионы во всех городах России будут идти дорогой мира, мирного переустройства родной страны, дорогой памяти в честь тех, кто отдал жизнь за эту страну, за нашу страну, за мою страну, кто не переобувался и не переодевался, кто просто отдавал свое сердце и свою душу Родине. У них разная судьба у Геннадия Кирилловича. Это разные люди, просто они одновременно, майка вот эта, как бы объединила этих двух людей. Только майка и светлая идея. Майка и светлая идея. Майка и сердечная, душевная, глубоко осознанное желание принести пользу родной стране и родному народу. Придет время, миллионы людей будут стремиться, будут радоваться, будут в колоннах идти, желая России мира. А вот те, кто, прищурив глаза, это ладно еще прищурив глаза, кто подписывал все эти многочисленные судебные решения. У меня 3 судимости за политику, трижды судимый. У Александра Габышева он и сейчас в психической тюрьме. Но когда радостные люди будут идти по улицам мирной страны, страны, которая стремится любить всех соседей, уважать всех соседей, делать добро всем соседям, и не только соседям, всей планете, всем живущим на Земле. Вот когда миллионы людей с этой идеей будут идти по улицам городов России, жить с этой идеей, верить в эту идею, вот тогда вспомнят, как я сейчас вспоминаю тех, кто годами, долгое время считался недругом России. А на самом деле они были лучшими друзьями и были и есть лучшие друзья российского народа.